Ну и продолжая тему промышленности, на фабрике номер 12 Удачненского горно-обогатительного комбината в этом году по программе техперевооружения введена в эксплуатацию установка тяжелосредного обогащения. Какие качественные показатели выдает новая техника, знает Ирина Балкова. Прирост товарной продукции обеспечен. Результаты предварительных испытаний тяжелосредной установки на обогатительной фабрике номер 12 показали почти 100% извлечение. Извлечение мы проверяли, извлечение проверяется трассерным контролем. Трассерный контроль все пробросы показал 100% извлечения индикаторов плотностью 3,52, плотность алмаза. То есть извлечение, в принципе, у нас получается извлечение по плотности 2,9, 3,0 практически 100%. То, что тяжелее 2,9, 3,0, все уходит в концентрат. В настоящий момент на фабрике работает один модуль тяжелосредного обогащения, второй находится в резерве. 50% руды из трубки «Зорница», 35% из подземного рудника «Удачный» и 15% песков из рассыпного месторождения «Пироповый ручей». В таком соотношении алмазоносная руда подается на фабрику для дальнейшей обработки. Установка, в принципе, работает уже с марта, то есть все типы руд, которые у нас есть на площадке, можно сказать, через нее прошли. После проведения планового летнего ремонта специалистами будет проведено комплексное опробование работы тяжелосредной установки. В принципе, результаты уже видны. Они видны по сводкам, которые нам дает цех окончательной доводки, именно по сохранности. То есть заметно, когда мы работали на машинах отсадочных, и в сравнении то, что мы работаем на тяжелосредной установке. То есть, проведя такой простой анализ, видно, что количество целых алмазов увеличилось где-то, я говорю, за апрель на 2,5%. Но и потеря массы уменьшилась, сократилась на 1,5%. В ближайшее время у нас ожидается приезд специалистов институтов Якутнефтеалмаз и Иргеридмет, задача которых будет конкретно провести комплексное опробование оборудования ТСУ, определить параметры обогащения и определить прирост товарной продукции. К 2019 году общий объем руды из трубки «Зорница», подземного рудника «Удачный» и верхнемунского месторождения достигнет 10,5 миллионов тонн в год.